Выбор и покупки кровли очень часто можно сравнить с походом к врачу. Ведь никогда по первым диагнозам, которые без исследования нельзя сказать, какой у вас диагноз, так и кровля. Вы обращаетесь к нам с вопросом, сколько стоит кровля под ключ, при этом мы не знаем особенности вашего дома, мы не знаем материалы, которые вам необходимо приобрести и что может быть дополнительным. Например, по телефонному звонку сказать, сколько стоит ваша крыша, могут только компании, которые не заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с вами и не думают о том, что будет с вашей кровлей через пару лет. Крыша — это сложный узел, непростой. В его составляющие входит около 20-30 позиций. И мне бы хотелось бы рассказать, что такое кровля, из чего она состоит. Крыша состоит из самого кровельного покрытия. Крыша состоит из доборных элементов. Чаще всего люди интересуются стоимостью обычного листового материала, не понимая, что большую часть стоимости кровли занимают доборные элементы. Кроме самого материала есть пленка гидроизоляционная, пароизоляционная, есть утепление, есть водосточные системы и много дополнительных аксессуаров. Все это имеет какую-то стоимость. При обращении клиента с вопросом, сколько стоит кровля, невозможно дать однозначный ответ, не видя план. Необходимо посмотреть проект, который есть у клиента, сравнить, насколько он реально совпадает с тем, что есть на самом деле, то есть произвести замер кровельного покрытия. После этого можно начинать предварительный расчет кровли, смотреть, какие необходимы доборные элементы, какие материалы подобрать. Поэтому очень внимательно нужно подходить к вопросу вообще проекта и сметы по кровельному материалу. Важно понимать, что архитекторы, которые закладывают кровельное покрытие, делают это потому, что есть очень много технических показателей, по которым нужно принять той или иной вид кровли. Например, полукруглые элементы крыши лучше всего сделать, например, из гибкой черепицы или из композитной. Металлочерепица будет не совсем красиво на этом смотреться. Сложные кровли, в которых, например, больше 4 ската, желательно делать из модульных материалов, композитной черепицы, гибкой черепицы или модульной металлочерепицы. Например, листовая черепица, она тоже может быть использована, но количество отходов будет немаленькое, и в итоге бюджет семьи очень сильно пострадает. Также и вопрос выбора самого материала. Что вы накрываете? Дом, который хотите оставить себе и своим детям. Это дом, который предназначен для летнего проживания. Также и, это все взаимосвязано. Поэтому на вопрос, сколько стоит крыша, мы отвечаем, а какая у вас кровля, что вы про нее знаете, что вам необходимо, что у вас есть в проекте, какой объем. Дело в том, что, например, сказать стоимость листового материала, это не сказать вам ничего. Можно принять решение о покупке крыши, только узнав, например, стоимость, сколько стоит квадратный метр металлочерепицы. Но в итоге стоимость живой крыши будет в несколько раз превышать ваши ожидания. И тогда, когда вы уже поймете это, у вас такое будет чувство обманутости, потому что вы рассчитывали, например, на бюджет 10 тысяч евро, а получилось 15 тысяч евро. Поэтому мы очень рекомендуем подходить к этому вопросу фундаментально. Зачем мы все это говорим? Для чего нам это надо? Мы хотим обезопасить каждого покупателя в преднамеренных ошибках. Значит, не стремитесь покупать материал по самой низкой цене. Соберите как можно больше предложений. Поймите, что самая низкая цена не самый лучший вариант. Проедьтесь по компании, посмотрите вживую. Значит, 4 основных правила, которые должен знать каждый покупатель кровельного покрытия. Первое. Он должен выбрать грамотных, качественных и профессиональных монтажников. Второе. Никогда не выбирайте кровельное покрытие по картинкам. Его нужно видеть вживую. Взглянув на материал, чисто эстетически можно понять, что он себя представляет, какого качества он имеет. Третье. Собирайтесь на комплексное предложение. Стоимость крыши – это сборное предложение, состоящее не менее из 20 пунктов и позиций. Это очень важно. И четвертое. Если у вас есть сомнения по выбору определенного материала, не стесняйтесь и не бойтесь проводить очные ставки. Пускай 2 компании или 3 производителя на вашем объекте покажут, почему их материал лучше и чем это важнее. Поверьте, потраченных 2 часа времени на выбор материала дадут вам много лет приятной и надежной эксплуатации кровельного покрытия. Стройте правильный дом с первого раза. До новых встреч на PD Buy.